Светлыми и теплыми новые кабинеты делают светодиоды и климат-контроль. Это требование времени. Новый дом энергетиков – их самое современное здание. Сюда переехали больше 200 специалистов из Казани. Ощущается колоссальная разница между тем зданием, которое у нас было уже 70-х годов, так скажем. Получилась замечательная логистика, замечательные условия для работы. И все это, я уверен, внесет только новые положительные моменты в работу сетевой компании. В этом здании рабочие кабинеты и единый диспетчерский пункт, где каждую секунду обновляется информация обо всех электрообъектах 9 районов Татарстана. Раньше за этим следили отдельно. Каждый район себя только видел. Потому что если он Сарского района питается, Балтаси, допустим, Сарского района, да, он видел только свой район. Вот, а Балтаси идет отключение, он не видит. Арский РЭС говорит, у меня отключение. А вот как в новом здании нужно будет получать ключи. За это отвечает специальная панель, которая делится по этажам. 1, 2, 3, 4 и подвал. А те, в свою очередь, делятся по номерам. И для того, чтобы получить ключи от своей двери, нужно приложить только свой пропуск. Полная автоматизация ждет и потребителей. Энергетики и Ростелеком подписывают договор, по которому в домах начнут устанавливать умные счетчики, постоянно подключенные к интернету. В Казани, Нижнекамске, Альметьевске и других городах республики. Я говорю о многоквартирных домах. Тогда, когда мы идем, собственно, в том числе на территорию субъекта, это, наверное, по положению первый контракт. Сумма контракта 2,8 миллиардов рублей. Завершить установку умных приборов намерены за 12 месяцев. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Высокогорский район.